Внимание, забор аккуратно идет на первый. С автоматом, блядь. Да ну. Серьезно? С автоматом. Спасибо, ребята, спасибо. Мы с ними вперед. Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами. Все бросайте и находите эту тварь и убивайте. Сказано разработать, сделать лагерь, лагерь на особо сорокопы для отселения. Поставить колючую проволоку, получается, передать. Там их держать, пока все не спокойно. Прывітанне. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Я журналіст Радыё Свабода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Менск жыў у святочнай атмасферы. Лета, сонца, сцягі, мора людзей, усмешкі. Адчуванне еднасці і блізкай перамогі. А сілавікі на нейкі час зрабіліся незаўважнымі. Ну, вообще милиция устала работать каждый день. Узгадвае Александр Азаров з Байполу. Как я говорил, не было смены. Милиция была задействована вся. И, соответственно, в этом подавлении участвовал в основном ОМОН, различный спецназ, ну и ГУБОПИК по воле Карпенкова. Вот. Они работали вообще без перерыва. Они были измотаны очень сильно и, видимо, проявляли таким образом свою агрессию. Сапраўды, перажыўшы самы цяжкі тыдзень свайго панавання і заручыўшыся падтрымкай Масквы, Лукашенка заняў пазіцыйную абарону. Гэта не версія, гэта факт, які пацвярджае і злітая прамова тагачаснага міністра ўнутраных справаў Юрия Караева. Первые 4 дня, когда группы атаки, о которых уже знает даже президент, вместе с ОМОНом и внутренними войсками спасли страну, перевели это уже в такое более затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас появилась возможность задуматься, уже планировать, а не просто отбиваться, уже нападать самим и в конце концов перейти с захватом превентивным или на расходе, или во время, но и к преследованию противника, вот как в Чечне. Инструкция Караева силовикам простая. Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, мы особенно скрываем. Все бросайте и находите эту тварь и убивайте. Рэалізацыі гэтага пляну не давялося доўга чакаць. Пачаліся арышты, затрыманні, уцёкі з краіны. Увесь міліцэйскі апарат быў накіраваны менавіта на палітычныя рэпрэсіі, якія адсунулі ў бок нават крымінал і іншыя злачынствы ў краіне. В этом году результаты работы именно на работу нужно, конечно, обращать внимание, но никаких вопросов по учету инвестиционной дисциплины не должно быть, никому претензий, ни тому участковому, потому что мы заняты, раз. У размове удзельнічаюць Александр Бурсукоў, які да 29 кастрычніка 2020 года займаў пасаду намесніка міністра ўнутраных справаў, а цяпер з'яўляецца памочнікам Лукашэнкі, і Віталь Казлоў, першы намеснік начальніка управлення ўнутраных справаў Менаблвыканкама. Аўдыёзапіс зроблены 7 верасня 2020 года. Второе, за убийство, за там какие-то тяжкие семейные, бытовые, задорожные. Все, это опускаем, в следующем году начинаем подводить итог. Только общественно-политические мероприятия, это все как положено. Я Мису сказал, потому что мы чем будем подводить по убийствам тяжким, телесным, бытовой и дорожным, когда все люди у нас задействованы. У нас пошло там кривая справляться, но сейчас поэтому мы не подводим итоги в этом году по вот этим направлениям. Понял. Работаем только по общественно-политическим. Все вкратце, там, если можете там пометить где-то, но ни в коем случае никого не наказывая. Я понял. Все внимание должно быть сосредоточено именно вот на этих мероприятиях. Все запрещены проверки в этом году. Все, до конца года запрещены. Силовикам гарантовали недотыкальность. Если кто-то вдруг приедет, начнет проверять наших, да, вот и кто-то крут, сразу звонок мне. Я понял. Мы сразу отреагируем. В том числе, если будет кого-то допрашивать, а кто-то ОМОНовца какого-то допросит, что с этого, как его, я имею в виду, со Следственной комитета не так начнут допрашивать, тоже информация должна сразу выходить нам. Задача понятна. Да, там реакция будет моментальная.
Как по Гоме выгнали, так еще дело возбуждают. Все, вопросов никаких нет. Кто там попытается там как бы так каким-то образом надавить на наших сотрудников. Все усилия на общественно-политические мероприятия. Все, работайте вот как в таком ритме, как мы работаем. Поэтому у нас есть шанс просто сделать задел такой. Я некоторым говорю, ничего не укрывайте, все возбуждайте вот и бытовые, все это, чтобы оно было и дорожное, все, чтобы в следующем году достойно выглядеть. Пачалі адрасна вылаўліваць пратэстоўцаў і запалохваць. Не цураліся нават самых цынічных метадаў, такіх як пагрозы пазбавіць бацькоўскіх правоў. Гэта фрагмент размовы Віталя Казлова з Раманам Мельнікам, які да траўня 21 года займаў пасаду начальніка галоўнага ўправлення правапарадку і прафілактыкі Міністэрства ўнутраных справаў. Аудиозапись зроблены 10 вересня 2020 года. Сейчас мне звонил Петришенко, вице-премьер. Значит, вот то, о чем мы говорили про с детьми, значит, вот дословно я себе записал. Женщин с детьми идентифицировать, большая просьба. Материалы направлять в комиссию по делам несовершеннолетних, так как помимо того, что они являются участниками несанкционированных акций, так еще и ставят в социально опасное положение детей, зная, что их действия незаконны и так далее. Снимать на видео заседание комиссии по делам несовершеннолетних и так далее и тому подобное. Але была ўсё ж катэгорыя беларусаў, якую нават сілавікі бояліся чапаць. Да, работяги надо осторожно. Я всегда говорил о том, что тут как бы с кондачка не пойдешь, по голове не надаешь, а силы средства есть, но не хотелось бы... Не хотелось бы, да. І гэта зразумела, бо яшчэ некалькі дзён рабочыя заставаліся рухавіком і надзеяй пратэсту. Вось прыклад з аднаго гарадзенскага прадпрыемства, дзе кіраўніцтва, пахіліўшы галовы, слухала прэтэнзіі рабочага да Лукашэнкі, якога ён назваў былым прэзідэнтам. Он не может разобраться и не может связать нормально, обратиться к своим людям. Везде угрозы. Скажите, пожалуйста, вот здесь что стоят? Это уголовники? Это уголовники? Это люди, которые не работают? Это наркоманы? Это пьяницы? Это рабочий народ? У них есть свое сознание. Что этим людям заплатили? Вчера что? Всему городу заплатили? Да заплатите по 10 копеек, какую сумму вывалится это. Люди вышли своим сознанием, с семьями, с детьми. Я горжусь действительно своим белорусским народом. Мне не надо, не нужно ни Россия. Мы должны быть одни, с нормальным, честным руководством. Во главе такой же самый должен президент быть честный, как и мы. Але сітуацыя пачала мяняцца, калі Пуцін і Лукашенка упершыню пасля выбараў пагаварылі па тэлефоне. І калі кіраўнік Крамля выказаў свайму менскаму сябру сваю непахісную падтрымку. Менавіта пасля гэтага пачалі затухаць спробы страйкаў рабочых, а Лукашенка набраў упэўненасці, што яго так лёгка не скінуць. Падчас наступнага масавага шэсця пратэсту 23 жніўня ён абляцеў паўсталы супраць яго горад на верталёце, пасля таго, як людзі ўжо разышліся. Высадзіўся каля палаца незалежнасці, які нагадваў абложаную крэпасць. Афіцыйныя медыі пашыралі відэакадры Лукашэнкі з сынам Мікалаем у камуфляжы з аўтаматамі ў руках. Гэта быў знак пратэстоўцам і ўсяму свету, што ён не збіраецца аддаваць уладу. Пуцін паабяцаў пры патрэбе даслаць на дапамогу аддзелы расійскай нацыянальнай гвардыі. Рэжым распачаў контрнаступ супраць народнага руху. У наступным фрагменце прагучыць слова, якое мы выбралі для назвы нашага падкасту. Внимание, забор аккуратно идет на первый. С автоматом, блядь. Да ну. Серьезно? С автоматом. Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо вам, ребята, спасибо. В долгу не останемся. Спасибо. В вашей жизни хорошая страница, вы ее будете еще вспоминать. Спасибо. Но не расслабляйтесь. Вооружил на это сына, блядь, на зубов. Пистолет, автомат, ёб твою мать, короче. Тихо ты. Ребята, спасибо вам. Вы красавцы. Вы красавцы! Спасибо! Спасибо!
Это шоу какое-то. Я думаю, он страшно испугался. Святлана Алексеевич. Он же там говорил, что там американцы смотрели с космоса на него, да? Ну какую-то чушь там это нес. Я думаю, что он страшно испугался. И в то же время вертолет же там вроде бы был наготове, а в то же время он играл какую-то роль, которую он сам себе придумал. Я думаю, что он борется не только за собственную власть, он и за свое место в истории, только он его извращенно понимает. Так же, как и Путин. Они просто извращенно понимают свое место в истории, но они думают, они не понимают, что о них история напишет. Что это было потерянное время. То есть, что они нас окунули в пропасть. Не мы, а они. Сілавікі адчувалі сябе абсалютна беспакарана. Ужо дзень міліцыянт ударыў твар жанчыну, якая хацела зняць паводзіны сілавікоў на тэлефон. За гэта начальства вырашыла яго пахваліць. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар. По этому Гродненскому нашему случаю разбирались там, где... Да мне Костин вчера голову Виталий задурил. У гэтым эпізодзе размаўляюць Віталь Казлоў і памочнік Лукашэнкі, былы міліцыянт Ігор Яўсеяў, які ў 2010 годзе асабіста збіваў журналістаў на плошчы пасля выбараў прэзідэнта. А что разбираться? Нехер было ездить в лицо с этой... То на одному покажи лицо, то второму. Он показал. Ни в коем случае этого хлопца нельзя наказывать. Так я сам с ним вчера разговаривал. Уже люди говорят, ну наконец-то хоть кто-то среагировал. Ну правильно сделал. А кто это, Виталий? Кто он? Это участковый мой, старший участковый. Али молодец. Барановский. Как его фамилия, Виталий? Барановский Николай. Ну молодец, блин. Он бывший боксер и... Ну я так и понял. Так красиво. Хорошо, как его? Барановский Николай? Барановский Николай. А отчество сейчас. Да, и дай телефон, я ему позвоню, чтобы... Телефон я сейчас должен уточнить. Виталик, дай телефон мобильный, я ему позвоню, хлопцу приятно будет. Если надо, я умешаюсь. Правильно сделал, блядь. Видишь ли, она, блядь, решила помочь. Ну, решила, так помогла, блядь. Но в основном издевались и били те, у которых садистские наклонности. Гаворыць Александр Азаров, Байпол. Не все били, даже не все ОМОНовцы били, и не все солдаты внутренние войска били. Я знаю истории, когда сотрудники внутренних тех же войск задержанных отводили за угол и отпускали. Забирали их у ОМОНа и потом за углом их отпускали. То есть по-разному. Вот били не все. Ну и шла пропаганда очень большая среди вот этого низшего слоя правоохранительных органов. Это люди малообразованные, приехавшие в основном из периферии, из деревень. Они не думают о каких-то высших материях, им вообще без разницы. Им нужен чарка и шкварка, как говорит Лукашенко. Да? Им дали квартиру, зарплата нормальная, и все. И он выполняет любой приказ. И я даже уверен, что если поменяется у нас власть, даже когда поменяется власть, эти же люди будут бить сторонников Лукашенко с такой же злостью и остервенением. Им вообще без разницы, кого бить. Некаторым не было ўсё роўна. Я думаю, что уволилось максимум до 1000 человек. Но увольнения продолжаются и по сей день. Многие не уволились именно из-за контрактных, потому что выплачивать такую сумму очень тяжело для семейного бюджета. Но сейчас, я знаю, очень многие ждут просто окончания контракта и уходят по соглашению сторон без выплаты. То есть эти люди увольняются регулярно. У меня очень много знакомых, которые уволились через полгода, через год, через полтора и продолжают увольняться. Ждут вот этого срока и все, пишут рапорт и до свидания. Вага сілавікоў і ў так паліцэйскай дзяржаве ўзмацнілася яшчэ болей. Яны сталі беспакаранай кастай, якой дазволена абсалютна ўсё. Ролю галоўнай рэпрэсіўнай адзінкі ўзяў на сябе Губазік, галоўнае ўпраўленне па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй, а яго былы кіраўнік
Николай Карпянкоў быў прызначаны намеснікам міністра ўнутраных справаў. Поэтому президент говорил, что если прет на тебя, применять оружие, получается, вот, не летальное, упор, по ногам, в живот, по яйцам, чтобы понял, что он творил и что он делал. Когда придет в сознание, либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают. Не будет мне половины головного мозга. Ну и туда ему никакого. Президент сказал еще, в декабре месяце, со всеми вот этими моментами, которые на улице есть, надо разобраться. И разобраться жестко. Сказано разработать, сделать лагерь, ну не для военных, не для интернированных, да, а лагерь для особо широкопытных, для отселения. Поставить колючую проволоку, получается, передать. Там их держать, пока все не успокоится. За 2 гады яны ператварылі ў такі канцлягер усю Беларусь. И здесь промашка оппозиции, что они не проявили большую активность. Гаворыць Олег Алкаев, былы начальник Валадарки. Не приняли радикальных мер, ну и правильно сделали. Потому что та публика, которая была на улице, она не способна к радикальным мерам. А те, кто более-менее способны, ну, они оказались не в том месте уже. Я сейчас объясню, почему здесь не было вот такого радикализма и почему его и не будет. Вот колонию возьмем, там 2000 примерно человек, средняя колония. Но когда я работал в Новосадах, там было больше 4000 человек. На вышках всего 4 солдата с неполными магазинами даже патронов. Казалось бы, это масса, да, может снести любой забор. Но возьмите там 1000, даже человек 200, вот в одну точку навалятся, они повалят просто. Но первые 10-15 погибнут. И вот таких первых 10-15 в колонии не находилось. Все мечтали о свободе, но когда вопрос, это кто же пойдет? Так и в этом случае. Можно было повернуть толпу там на резиденцию президента, на МВД, на КГБ, на какую-то войсковую часть. И первые погибнут. Вот, первые погибнут. И это тоже все понимают. Подставлять гражданских лиц, там женщин и мужчин, неважно кого, вот в эту первую 5-10, как бы мягко сказать, это варварство, да, и не совсем порядочно. Вот. Потому что мы имеем дело с авторитарным режимом, который не остановится, будет применять силу и оружие. По ним будут стрелять. Это все знали. Здесь наступает вопрос. А можно ли это практически сделать? Да, можно. О чем я говорил. Если переходит на сторону народа организованная воинская часть, а еще лучше организованный тот же самый ОМОН, спецназ и прочее, да, там в пределах батальона что-то можно решить уже. Яшчэ некалькі месяцаў праходзілі масавыя нядзельныя маршы. Але рэальная магчымасць перамогі была ўжо страчаная. З кожным тыднем пачне расці ўзровень гвалту і рэпрэсіяў. Светлана Алексеевич. Во-первых, начнем с того, что никто из нас не ожидал, что на улице выйдет до 500 000 человек. Это было неожиданно, к этому никто не был готов. Ни старую оппозицию я не слышал, ни новую оппозицию никто не слышал. И у нас были шансы, и я думаю, это было вот когда был самый большой митинг, тогда, когда к стеле шли, и Маша Колесненко говорила, только не надо, потому что мы все боялись крови. Да? Там не боялись крови, а мы все боялись крови, как бы чувствовали, что ответственность. Я сама это не видела, но мне рассказывали, как старый человек стоял и не пускал людей расходиться, и говорил, не уходите. Вот. И я так поняла, когда мне это рассказали, что он помнил 91 год. Вот бегали по площадям, кричали «Свобода, свобода», да? А потом разошлись по домам. Как будто свобода, а вот она будет тут же делаться, тут же лидеры эти появятся какие-то. А надо было, видно, делать то, что делали украинцы.
Вот во время вот Майдана, одного из Майданов, они, по-моему, несколько месяцев стояли там. Вот я не знаю, почему мы это не использовали. Почему-то мы были настроены, это было очень красиво, это было очень мирно. Все запомнили эту девочку, которые сняли кроссовки и стояли на этом, да. Это стало каким-то нашим, возник в мире сразу бренд Беларусь, куда не приедешь, это, да, вот, все вспоминали все это. Наш авторитет в мире, он за счет мирности, за счет того, что мы не хотели крови. То есть мы говорили, что уже другое время, 21 век. Люди должны иначе решать проблемы, и политики в том числе. Да, время другое, а диктаторы старые. Вот в чем мы оказались, в чем сложность. Паводле Алексеевич, белорусы адчулі сябе нацыяй. Помню это ощущение, что идешь, и лица людей каких-то вдруг... Огромное количество красивых людей. Да? Я никогда не думала, что в нашем городе так много красивых женщин, эти белые платья, это все, это было, ну, это было очень красиво. И ты понимаешь, что ты хотел бы жить среди этого народа. Вот среди таких людей ты хотел бы жить. Но ты их не видел до этого, их не было как бы. И вдруг они обнаружились. Говорит Светлана Тихановская. Опять же, из-за того, что мы находились в эйфории, нам казалось, что вот-вот наша победа, если бы не уходили с улиц, если бы на следующий день, неделю люди не выходили на работу, вот такое людям надо было предлагать, но как-то тогда все было, каждый сам принимал решение, казалось, что вот люди все поняли, и очевидно, что забастовки начнутся на заводах, что люди не будут уходить с улиц, не было такого прямого призыва. И, как вы говорите, очнулся и режим, где-то какие-то, наверное, договоренности о поддержке были получены, и начали массовые такие репрессии, и тогда уже начал в людей заселяться страх. И вот это все вместе в совокупности не дало нам быстро завершить начатое. Где-то чего-то не хватило. Но радует то, что люди не остановились, радует то, что люди не сложили руки и каждый день потихонечку что-то делают, чтобы не дать режиму расслабиться. И режим тоже это знает. Знаете, легко, конечно, запугать людей с помощью оружия, с помощью насилия. Это такие методы действенные, скажем так, но мы должны понимать, что белорусы, мирные белорусы, держат напряжение, и режим тоже. У паспяховых мірных рэвалюцыях адным з вырашальных фактараў бывае пераход сілавікоў на бок народу. У Беларусі гэтага не адбылося. Улада засталася на месцы, і сілавікі надалей засталіся яе галоўнай апорай. Тыя, хто звольніўся, апынуліся або ў турме, або за мяжой, як былы следчы Остапович. Если сравнивать с тем, когда я увольнялся, и с тем, что сейчас, процент таких ярых ябатек точно вырос там. Это 100%. Плюс пропаганде все равно, если каждый день в течение года-двух слушаешь, что это все проделки Запада, агентура собирается тут с Россией нас порвать, поработить и все остальное, я думаю, часть в это все равно поверит, как ни крути. Остальная часть — это молчаливые обыватели, которые хотят спокойно жить, но приходится с чем-то поступаться. Особых там предпосылок к тому, что сейчас прямо что-то изменится, и нас там сейчас накажут за все, что мы натворили, или мы просто там работу также потеряем. Нету. Паводле Остаповича, звыклае жыццё для сілавіка лепшае за няпэўныя перамены. Пусть лучше будет так, вот все, чем эти никому непонятные перемены. А те, кто не занимает каких-либо должностей, это уже вторая сторона нашей медали, скажем так, как политического вектора, который выстраивался там в течение 20 лет. Это то, что его запугивает лишением самого главного у нас. Это даже для людей не жизнь сама, а работа. У нас все построено на том, что никакого запаса нету. Если ты теряешь работу, тебе уже в следующем месяце есть нечего. У нас каждый, там, я не думаю, примерно третий понимает, что если сегодня его уволят, через месяц ему уже коммуналка, которая съедает там 30%, остальные 50% это на еду
и все остальное там на 3 месяца накопить, потому что у тебя израсходуются ботинки, и тебе надо их купить. Ну, я даже с едоком так жил, потому что у меня не было своего жилья, у меня аренда жилья очень много съедала, половина зарплаты у меня съедала дорога, коммунальные услуги и питание, и там 40-30% остается на себя. Сілавікі больш не абараняліся. Яны наступалі і помсцілі. І не толькі сілавікі. Злівы даюць уяўленне пра тое, што ў нападах на людзей, якія пратэставалі ў дварах, удзельнічалі і людзі з бліжэйшага атачэння Лукашэнкі. Ягоная прэсавая сакратарка Наталья Эйсмонт і начальнік менскага АМАПу Дмитрий Балаба. А я сегодня знаете, где видел еще ленточки? На Грушевке проезжал. Вот как ГАИ ехать, там вот новые дома. Которые... Поняла. Ну, вот. Дмитрий, ленточки это же вторично. Нам нужны головы. Я знаю, что нам нужно, да? Однозначно. Ну, понятно, мегаполис это наша постоянная точка, там, где мы с вами возле ОМА встречались. Ну, еще, я не знаю, может быть, какой-то каскад, Боровая, и вот туда же съездить на площадь Перемен, где мы были в прошлый раз на Червякова, только пораньше. Посмотреть, что там они поставили. Ну, давайте, определяйте, с чего начнем, я готов. Вы, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, нам не перебивайте эту... Все, нет, но я знаю, что вы абсолютно ответственно относитесь к этим вещам, и я надеюсь, что сегодня охота у вас будет удачной. Мінула 2 гады. Паляванне працягваецца. У падкасці выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы кіберпартызаны і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрый Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Зміфер Волошкін. Кансультант Глен Кейтс.